Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, кан кырдышларым, милләттәшләр. Барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на онлайн-акции «Память сильнее времени». Память сильнее времени. В День единства мы еще больше понимаем, что мы едины, неразделимы и поэтому никогда не победимы. Большое спасибо всем участникам и всем, кто смотрит эту акцию. И акцию начинаем с молитвы. Молитва по нашим защитникам Родины. Для всех вероисповеданий и всех национальностей. Из Центральной мечети России. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. О Всевышний Господь, к Тебе мы обращаемся и у Тебя просим помощи и защиты. Передай награду от чтения благородного Корана всем тем, кто с верой и искренностью погиб за свою родину, кто трудился ради достижения счастья, ради построения светлого общества. Господи, дай всем нам, ныне здравствующим, доброго здравия, сил и успехов. Дай процветания нашей отчизне. Альхамду лиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин, ва аля алихи, ва асхабихи аджмаин, бирахматика я архамар рахимин. Амин. Благодарим вас, Ислам Хазрат. Дорогие друзья, этот год и вся ситуация, которая происходит в мире, внесла свои коррективы во все мероприятия. Но, тем не менее, мы не могли отказаться от проведения ставшей уже ежегодной и традиционной акции «Память сильнее времени». И поэтому, так же, как и Сабантуй онлайн и многие другие мероприятия в этом году прошли онлайн, в частности, огромное количество мероприятий, посвященных столетию образования ТА СССР, также и «Память сильнее времени» в этом году проходит в онлайн-формате, безопасном для всех онлайн-формате. В этом есть и огромные плюсы. В отличие от предыдущих лет, от телемостов, в этом году к нам смогли присоединиться не только многие российские города от Владивостока до Калининграда, но и даже некоторые зарубежные страны. Начнем с нескольких приветственных слов. И вначале для приветственного слова мне хочется предоставить слово первому заместителю председателя Совета муфтиев, председателю Духовного управления мусульман Московской области Рушан Хазрату Аббасову. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Многоуважаемые наши ветераны, дорогие друзья, в первую очередь позвольте всех вас поприветствовать и поздравить с нашей годовщиной 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Передать вам слова приветствия и поздравления от имени духовного лидера мусульман России, муфти шейха Равиля Гайнуддина. Как было уже отмечено,
мы в наших мечетях, в наших мусульманских общинах всегда чтим память о тех, кто, защищая отчизну, отдал свои жизни. А также мы всегда молим Всевышнего о здравии и благополучии. И сегодня в этот прекрасный день, День народного единства, я также молю Всевышнего даровать здравие всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, участникам, детям Великой Отечественной войны. Желаю им крепкого здоровья и благополучия. А для нас, для людей, которые, безусловно, помнят эту историю, наша сегодняшняя задача и миссия – передать будущим поколениям именно дань уважения и истории. Ведь, как гласит народная мудрость, кто не знает своей истории, у того не будет будущего. Поэтому сегодня для нас это очень важно. И очень прекрасно, что именно в День народного единства мы вспоминаем о подвиге многонационального, многорелигиозного нашего российского народа. Мира вам, милости и благоденствия Всевышнего. Большое спасибо, Рушан Хазрат. И для приветственного слова, так как у нас мероприятие онлайн, начинаем онлайн-включение. Приветственное слово предоставляется депутату Государственной Думы, председателю Федеральной национальной культурной автономии татар Ильдару Ириковичу Гельмудинову. Ильдар Ирикович, вам слово. Қайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, дуслар, туганнар, барыгызга да Казаннан кайнар сәлам. Менә без монда балалар белән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән татар балалар белән очрашуда, Идел яшьләр үзәге белән берлектә. Шуңа күрә алардан да сезгә барыгызга да күп сәлам. Я вас всех приветствую на этом мероприятии от имени вот всех участников, лидеров, наших детей, татар, которые приехали со всех регионов Российской Федерации. Данное мероприятие приурочено их 75-летию Победы и празднику 4 ноября. Он проходит под эгидой, в том числе, Федеральной национальной культурной автономии при нашей активной организационной финансовой поддержке. Я желаю всем участникам данного события здоровья, счастья. Вижу наших ветеранов. Ренат Сулейманович, вижу нашего дорогого, уважаемого ветерана. Ренат Сулейманович, отдельно вам спасибо за то, что вы есть. Вам здоровья и никогда не болейте. Бик зур рахмәт, барыгызны да бүгенге бәйрәм белән исәнлек, саулык, тагын да бергә матур итеп эшләргә насыйп булсын. С праздником всех поздравляю и всем желаю здоровья, счастья. Бик зур рахмәт, исән сау булыгыз. Большое спасибо, Ильдар Ирикович. Регламент нашего мероприятия очень строгий. У нас на все про все 1 час 60 минут. Прежде всего, чтобы не утомить наших уважаемых ветеранов, которые смотрят это мероприятие. Поэтому мы искренне благодарим всех спикеров за соблюдение нашего регламента. Следующее приветственное слово мы предоставляем первому заместителю полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Ильдару Тагировичу Мухамедьярову. Хайрлы күн, хөрмәтле дуслар, доброго дня, дорогие ветераны. Этот год особый для Республики Татарстан. Республика отмечает столетие, и в рамках этой даты полномочным представительством было проведено ряд акций, мероприятий, в том числе мы поздравили 100 ветеранов Великой Отечественной войны, перешагнувших столетний юбилей. Также прошло открытие памятника легендарному разведчику Ахмерову и, конечно же, возложение цветов к могиле неизвестного солдата во главе с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, президентом Республики Татарстан. Мы с большой радостью принимаем участие в сегодняшней акции, пожелаем нашим ветеранам здоровья и благополучия, а нам всем умения хранить память. Всего доброго. Рахмет Бигзур. Большое спасибо. И мы рады приветствовать в нашем татарском культурном центре города Москвы президента Федерации мигрантов России Вадима Викторовича Каженова. Добрый день, уважаемые ветераны. Добрый день, друзья. Мне очень приятно сегодня здесь быть. Сегодня не просто у нас память сильнее времени, сама акция, да? Сегодня еще День народного единства.
Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. И последнее время, особенно вот с событиями во Франции, мы тоже видим это связано, что обостряются проблемы, связанные с тем, что приезжают нам мигранты, как мы говорим, наши, собственно, да, бывшие соотечественники, мы все родились в Советском Союзе, ну, большинство, по крайней мере, да, и всегда мы были все советские люди. Сейчас есть проблемы, есть какие-то негативы. Я бы хотел, чтобы в этот день все люди вот это все из головы выкинули, никогда больше об этом не вспоминали, чтобы мы жили дружно, едино, как правильно сказал Фарид Фаридович на открытии, тогда нас нельзя будет победить. Всем ветеранам я желаю крепкого здоровья, чтобы у вас ничего не болело, не беспокоило, вас радовали дети, внуки, было всегда хорошее настроение. Спасибо. Большое спасибо, Вадим Викторович. Ну что ж, на этом официальная часть, приветственная часть нашего мероприятия завершена. Фарид Фарисович, хочется предоставить вам слово, чтобы вы подключили в наш эфир наших первых гостей, самый дальний наш регион. Пожалуйста, вам слово. Самый ближний регион – это у нас Закия Ханум. Пожалуйста, открывайте наше мероприятие. Сахалин, вам слово. Жители Сахалина сердечно приветствуют участников акции «Память сильнее времени». Поздравляем всех с праздником Дня народного единства. Низкий поклон вам, ветераны, победители Великой Отечественной войне. Благодарю вас за мирное небо над головой, светлая память павших на фронте. Год от года становится меньше тех, кому каждый из нас обязан мирным небом над головой. Мы должны помнить о них каждый день. Мы перед ними в долгу. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Ну что ж, переходим из роликов, о мероприятиях, которые проводили на Сахалине, переходим непосредственно в Татарский культурный центр на Сахалине. Закия Ханым, вам слово. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр! Жители Сахалина и Курил сердечно приветствуют участников акции «Память сильнее времени». Поздравляем всех с праздником Дня народного единства. Низкий поклон вам, дорогие ветераны-победители Великой Отечественной войны. Благодарим вас за мирное небо над головой. Светлая память павшим на фронте. Рахмет сезгә, милләттәшләрем. Бәйрәм белән. Большое спасибо, Закия Ханым. Большое спасибо за то, что, несмотря на позднее время, вы собрались от мала до велика. И искренне благодарим вас за то, что в акции «Память сильнее времени» вы всегда, как и по часовому поясу, на передовой и всегда лучшие мероприятия проводите. Спасибо вам большое. А сейчас на связи третья столица Российской Федерации. Тахир Анварович, Владивосток. Внимание на экран. Память сильнее времени, посвященная 75-летию Великой Отечественной войне. Акция мы уже продолжаем 2 дня. Участникам Великой Отечественной войны и детям войны нами было роздано подарки в виде продуктовых наборов по адресам. Еще раз огромное большое спасибо хочу сказать за организатору этого мероприятия. Автономия татар Москвы, в лице Фарисова Фарида Фарисовича, и которые поддержали эту акцию. Всем дальневосточный привет, именно Владивостокский привет. Спасибо, что вы есть, мы вместе, мы сильнее. С праздником, Днем Единства. Большое спасибо, Тахир Анварович. Приятного чаепития. С праздником вас тоже. И, в принципе, скоро, может быть, пожелать вам уже спокойной ночи. Спасибо большое, что вы на передовой, на востоке нашей страны.
прославляете нашу память, которая сильнее времени. Дорогие друзья, здесь, конечно, стоит упомянуть, что любой осознанный человек рано или поздно, а лучше рано, должен прийти к тому, благодаря кому мы с вами сегодня живем под мирным небом. Да, очень много разных сложностей возникает в жизни, но победу отстояли для нас наши предки, наши ветераны. И о ветеранах своих сейчас нам расскажет председатель Татарско-башкирского центра Дуслы города Петропавловск, Казахстан, Абраев Наиль Кадырович. Тут идет опрос всей России, всех ветеранов Великой Отечественной войны пригласили к этим передачам. К сожалению, Наиля Кадыровича Абраева нету, есть я, его заместитель по связям с общественностью. А как меня слышно? Хорошо? Да, слышно отлично. Включите, пожалуйста, камеру. Так, камера включена вообще тоже. Так. Да. Две камеры включил. Наиль Кадыровича, к сожалению, сейчас нету. Есть его зам по связям с общественностью. Вы тоже прекрасно выглядите. Главное, тюбетейка, поэтому вам слово. Спасибо. Приветствую всех участников этой благородной акции. Приветствую ветеранов. Поздравляю вас с праздником. Самое главное, вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за ваш геройский подвиг, то, что вы сделали для нас. У нас ветераны в течение года, мы вспоминаем о них, навещаем их. Не только на 9 мая. Получается, мы в течение года делаем уборку дома, делает молодежное крыло, покупаем продукты ветеранам, которые нужны, проведаем просто. И молодежь общается с ветеранами и старается у них получить какие-то опыт для жизни. Потому что ветераны, они все видели, и они не жалуются ни на жизнь, ни на власть, ни на что. Они так воспитаны, что ни на что не жалуются. И этому есть чему поучиться нашей молодежи. В Казахстане у нас также отмечают этот праздник, День единства. Поздравляю тоже всех с праздником. У нас тоже в Казахстане все живут дружно. И вот наш центр очень активный, самый активный центр в Северо-Казахстанской области. А благодаря нашему руководителю Абраеву Наилю Кадыровичу буквально недавно получили вот такую вот грамоту тоже. Первое место. Самый активный центр. Желаю, самое главное, крепкого здоровья ветеранам. Всего наилучшего. Мы вспоминаем не только ветеранов, но и тружеников тыла также. Вот так, все. Большое спасибо. Давайте посмотрим видео, которое прислали наши коллеги из Казахстана. Внимание на экран. Молодежь Татаро-башкирского общества «Дуслык» посетила ветерана Великой Отечественной войны, инвалида Барышникова Виктора Ивановича. Ему уже 91 год. 17-летним подростком он ушел на фронт, участвовал не только в немецкой кампании, но и освобождал Корею от японских захватчиков. Имеет медаль за отвагу и освобождение Кореи, 2 ордена Отечественной войны. С фронта вернулся только в 1951 году. Устроился работать шофером. Встретил любовь всей своей жизни – Нину Григорьевну. Вечный огонь опять цветок. Мая. Да. До 9 мая, что батя был в строю. Ну хорошо, мы хоть на 9 мая с вами побывали. Виктор Иванович не жалуется на власть, цены или плохое настроение. Он действительно герой, герой нашего времени. Советский солдат, который воевал за мир, чтобы мы сегодня жили счастливо. Дорогие друзья, по-моему, там не показывают. Сейчас я попробую демонстрацию экрана сделать, чтобы... Спасибо большое. Дорогие друзья, честно говоря, смотря вот все эти видео из разных уголков нашей страны, не только удивляешься тому, насколько скромны и благодарны даже за небольшое внимание наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. И вы никогда не увидите того, чтобы они чем-то были недовольны. Они довольны всем, а главное, они рады, что молодежь продолжает помнить и чтить тот подвиг, который совершила огромная многонациональная страна. И сейчас, продолжая дальние уголки нашей страны, мне хочется обратить ваше внимание на экран, где мы покажем видео-привет от председателя общественной организации Региональная татарская национальная культурная автономия Омской области Миниханова Радика Минигалиевича.
Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез, килгән кунаклар. Автономия Татар Омской области присоединяется к международной акции «Память сильнее времени». Мы наследники Великой Победы, и данный проект еще раз показывает, что пока мы помним о наших славных победах и наших ветеранов, мы никогда не забудем павших героев и тех героев, что рядом с нами. Ведь память сильнее времени. Бигзур Рахмат, всем здоровья, благополучия и, конечно же, в это неспокойное время берегите себя. Рахмат. Дорогие друзья, и мы перемещаемся в Поволжье, Сибирь из Дальнего Востока, перемещаемся в Поволжье, и сейчас посмотрим видео из Уфы. Внимание на экран. ел Бүйік Ватан соғышында жеңуге 75 ел байрағы астында уза. Ел давамында бүтін дүния татар конгрессінің Башқұртстандағы вакиллігі бұл шараны аз сызықлап келді. Соғыш һәм тыл ветераннарына ифтар ризыклары, бүләкләр таратты. Кайбер ветераннарыбызны татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен бүтін дүния татар конгрессінің медале белән бүләкләде. Шулай ук Башқұртстанда туып үскән шагыйрьләрнең сугыш турындагы әсәрләрен барлау, зурлау максатыннан шигъри бәйге үткәрелде. Хөрмәтле ветераннар, газиз кардәшләребез, бүйек җиңүнең 75 еллыгы белән жан йөрәктән тәбриклибез. Дорогие друзья, на связи руководитель официального представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Давлетшин Альфред Амирович. Альфред, вам слово. Бисмиллахи рахмани рахим. Хөрмәтле ветераннарыбыз, хөрмәтле бу тантаналы чараны оештыручылар һәм катнашучылар, сезне барчагызны Бүтін дүния татар конгрессінің Башқұртстандағы вакиллігі исеменнән һәм Уфа шәһәренең Ихлас мәхәлләсе исеменнән жан йөрәктән тәбриклибез һәм сәламлибез. Уважаемые участники, в этот юбилейный год, год Победы, мы в течение года чествовали наших любимых ветеранов тыла, детей войны. Действительно, этот год явился поводом, чтобы еще раз вспомнить имена наших героев. Но мы бы хотели сказать, что и на следующий год, и в ближайшие годы земля Башкортостана дала много героев Великой Отечественной войны. Среди них это и Муса Гареев, единственный дважды герой среди татар, это и Магуба Сыртланова, и герой, один из первых воздвигнувших знамя Победы Гази Загитов. И вот буквально 3 недели назад Башкортостан посетил руководитель Милли Шура Всемирного конгресса татар Василий Абдельгаевич Шейхразиев. И на родине Гази Загитова в Мишкинском районе, в деревне Янагушево, были посажены голубые ели рядом с его бюстом и музеем. Поэтому мы должны помнить о мире, особенно в этот день, День народного единства. Мир — это не только 3 буквы вот эти, в этом слове. Действительно, чтобы был мир, нужна сила. Шуңа күрә барчагызда бу бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Танышлык булсын, иминлек булсын йортларыбызда, илебездә. Һәм бу көчле, һәм бу иминлек, һәм танышлык булсын өчен көчебез булсын халкыбызда да, илебездә дә. Ва алейкум ассалам. Алейкум салям, Альфред. Большое спасибо, Зур Рахмет. И перемещаясь дальше по России, заглянем на огонек одной из самых ярких представителей татарско-башкирского сообщества в Арабских Эмиратах. Внимание на экран. Дети войны, вы детства не знали. Ужас тех лет от бомбежек в глазах. В страхе вы жили, не все выживали. Горечь, полынь
и сейчас на губах. Дети войны, как живые голодали, как же хотелось собрать горсть зерна на зарелых полях. Колосик жали, их поджигали, топтали. Война в детских глазах, испуг все читали. Как же понять, что такое война? Взрослые дяди в них просто стреляли, их убивали, сжигали дотла. Дети войны быстро взрослыми стали, их детство украли фашисты, враги. Дети войны игрушек не знали, книг не читали, прожить не могли. Слезы в глазах от обид застывали, кровь и расстрелы, горела страна. Долго ее из руин поднимали, жить лучше мечтали. Снова война. На связи руководитель татарско-башкирского сообщества в Объединенных Арабских Эмиратах Шангареев Ислам Исмагилович. Ислам, салам алейкум, приветствуем от тебя. Саламу алейкум, хөрмәтле ветераннарыбыз. Бу кыяшлы көнебездә телим сезгә саулык, сәламәтлек, сезгә телим выразить благодарность за сохранение для нас просторов нашей Родины, за самоотверженность, за ваше мужество, за наше будущее, за нашу спокойную жизнь, за наше детство, которого у вас, к сожалению, не было. На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, не щадя своих сил. Благодарим за то, что отстояли мир, за подвиги на поле брани и в тылу, за непосильный труд по возрождению нашей страны в послевоенные годы. Живите еще долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми. Желаю вам здоровья, тепла и радости. Пусть жизнь будет комфортной и приятной. Сезгә сәламәтлек, җылылык һәм шатлык телибез. Тормыш уңайлы һәм күңелле булсын. Алла Тәгалә сезгә якты, хәерле көннәр бирсен. Ислам Шангареев, татар-башкирт, сообщество Объединенных Арабских Эмиратов. Ислам, ну и в завершении еще немножко солнышка нам вышлите всем. И в Омск, и в Южно-Сахалинск, и в Москву, пожалуйста, нам его немного не хватает. Ну что ж, перемещаемся из Арабских Эмиратов в столицу Республики Татарстан, в Казань. И на связи руководитель благотворительного фонда МАИП, соучредитель комплекса Туган Ауылым Абдрахманов Радик Мухарлямович. Радик, приветствуем вас, вы уже на связи. Дорогие участники телемоста, дорогие ветераны, рад приветствовать вас, ассаляму алейкум. От лица Международной ассоциации исламского бизнеса и от благотворительного фонда, от лица нашего коллектива Туган Ауылым хотел поздравить всех с праздником и поблагодарить за ту великую победу, которую мы одержали, и за вашу доблесть, за отвагу. Вы являетесь примером для нас, для молодежи, для наших детей. Для меня эта победа особо близка. У меня оба деда прошли всю войну, и мы проводим различные мероприятия, связанные с поддержкой ветеранов. Хотел бы выразить отдельную благодарность автономии татар Москвы и руководителя Фарида Фарисовича за то, что он проявляет такую инициативу, и мы совместно с ребятами, совместно с командой автономии проводим ежегодно различные мероприятия, благотворительные мероприятия. Вот, и всегда будем помнить ту победу, которую наш народ одержал в этой Великой Отечественной войне. Спасибо вам за вашу отвагу, за вашу доблесть, за ваши подвиги. Хотел бы пожелать всем крепкого здоровья в столь непростое нынешнее время. Вот. Спасибо всем еще раз за вашу победу. Всех с праздником. Ну и рядом с вами находится Эдуард Юсупзянов. Мы не можем ему тоже не дать слово. Эдуард, буквально полминуточки у вас тоже есть.
Хотел напомнить, что в эти дни ровно 79 назад были ожесточенные бои под Москвой, которые совершили тот перелом в этой Великой войне. И Москву отстояли дивизии с Дальнего Востока, Казахстана, Поволжья, Кавказа. То есть это было действительно то народное единство, единство всех национальностей. Наши прадеды и деды заплатили за это миллионами жизней, отстояв возможность нам всем жить в том мире и в той жизни, в которой мы живем, и мы это не должны забывать никогда. Мы передаем это все своим детям. Многие, которые даже вживую не видели, к сожалению, ветеранов, но мы их с детства приучаем, рассказываем об этой великой победе, какой ценой она далась, миллионами жизней, страданий людей. То есть мы не должны об этом никогда забывать, и наши дети, внуки Алла-Берса тоже не должны об этом забывать и должны постоянно помнить. Хотел бы сказать еще раз, никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо вам за мирное небо над головой. Большое спасибо, Казань. И сейчас обращаем внимание на экран. Соседи Татарстана, Чувашия и Мордовия тоже прислали свои видеоприветы. Внимание на экран. Я Аркадьев Александр. В это непростое время в рамках акции «Память сильнее времени» мы развозим продукты ветеранам. Этой акцией мы хотим показать, что мы помним вас не только в праздники. Какие заслуги. Спасибо большое. Добрый день. Добрый день. Александр. Да, добрый день. Добрый день. Это наши братья из Чувашии. Мордва была. Мордовцы были уже? Только чего. Александр, вам предоставляется слово. Я попрошу вас представиться полностью и предоставить вам слово. Пурнеди Саламладов, рад приветствовать все регионы и участников акции «Память сильнее времени». От всех лица жителей города Чебоксар хотел поблагодарить всех ветеранов Великой Отечественной войны за их победу. Также спасибо автономии татар за возможность принять участие в совместном проекте. Наша задача – сохранить память о Великой Победе и передать ее будущему поколению. И здорово, что с каждым годом участников этой акции становится все больше и больше. Всех с праздником, дорогие друзья, и всем хорошего настроения и хорошего дня. Большое спасибо, Александр. И давайте посмотрим еще видео-привет из Мордовии. В рамках акции «Память сильнее времени» мы хотим нефтем, что ветеран не мелявцаськ, а фантик праздникста. Дорогие друзья, и из Поволжья перемещаемся снова на юг, туда, где солнце, мы надеемся. И сейчас мы в Ялте посмотрим, как прошла раздача подарков в Ялте. После этого свяжемся с ялтинцами. Внимание на экран.
Присоединяемся к акции «Память сильнее времени». Возьмите еще, ладно? Нам нужно всего 7 подарков получать сейчас в Интисе. Ну что, мы везем очередной продуктовый набор нашему ветерану. Хотим поделиться немножко теплом и радостью. О, приехали, да? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как ваше здоровье? Павел Афанасьевич, давайте мы не будем заходить, мы вам вот здесь вот вручим. Вы очень красивый. Можно пройти? Будьте любезны, дверь открыта, не снимайте никуда, чтобы... На связи из города Счастья директор международной школы iPro School Дамир Ахмедянов. Добрый день, спасибо за приглашение, спасибо Автономии Татар за организацию этого мероприятия. Очень приятно участвовать здесь из года в год и наблюдать за активностями, которые проводятся в помощь ветеранам. Здесь не описать словами всю ту благодарность, все возможности, которые нам ниспосланы. Здесь хочется смотреть видео, мотивировать себя больше на то, чтобы это не оставалось только словами, чтобы благодарность выражалась в более масштабных активностях. И со своей стороны, как директора школы, для меня очень важно приглашать и получать всю ту философию, тот опыт ветеранов и жизненный опыт, и исторический опыт, которые они прожили, и передать это детям. Спасибо. Большое спасибо, Дамир, большое спасибо Ялте. От вас тоже ждем немножечко солнца и перемещаемся в московский регион. И видео-привет о том, как прошла акция в Московской области, смотрим из города Пушкино. Внимание на экран. Слово предоставляется председателю имам-хатыбу города Пушкина Рамиль Хазрату Фасхудинову. Дорогие уважаемые товарищи ветераны, участники Великой Отечественной войны, уважаемые организаторы и участники сегодняшнего телемоста «Память сильнее времени», я хочу от имени Московской областной общественной организации «Татарский культурно-просветительный центр», а также от имени местной религиозной организации мусульман Пушкинского городского округа Московской области и от себя лично поздравить вас всех с этим прекрасным праздником 75-летием победы в Великой Отечественной войне, а также с праздником нашим сегодняшним государственным Днем народного единства. И я хочу отметить, что наша страна Россия является многонациональной и многоконфессиональной державой, где на протяжении многих веков, столетий представители разных национальностей и конфессий живут друг с другом в мире, в добре и согласии. А это бесценно. И я хочу пожелать нашим дорогим, уважаемым ветеранам и всем тем, кто нас слышит и видит, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и, конечно же, мирного неба над головой. Дорогие ветераны, мы помним вас и чтим не только в дни праздников. Спасибо вам большое.
Большое спасибо, Рамин Хазрат. Ну и перед тем, как вернуться окончательно в столицу нашей страны, Москву, давайте посмотрим видео-привет из далекого Нью-Йорка. Внимание на экран. Здравствуйте, доброго дня всем. Меня зовут Александр, я из города Нью-Йорк, Соединенных Штатов Америки. Хочу поблагодарить наших ветеранов. Огромное вам спасибо за победу, за жизнь, за мирное небо над головой. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям, вашим близким. Также хочу выразить огромную благодарность руководителю и команде автономии татар Москвы. Благодарю вас за то, что я могу сказать всем нашим ветеранам спасибо. Еще раз желаю вам крепкого здоровья и радости в душе. До свидания. Большое спасибо за тот далекий видеопривет. Ну что ж, мы перемещаемся в Москву, и у нас в студии на офлайн связи. Фарид Фаридович, дайте вас потрогаю, вы здесь? Самое главное, сейчас начинаем. Самое главное. Самое главное. Ветераны. Да, начинаем ветеранов. Хорошо. Москву, тогда к Москве вернемся чуть попозже. И мне хочется, дорогие друзья, перейти к той части, которая для нас является самой главной, самой важной, а именно к общению с нашими уважаемыми ветеранами. 7 ветеранов сегодня на связи с нами, и начнем мы с Акчурина Расима Сулеймановича. Внимание на экран. Расим Сулейманович, вам слово, вы на связи. Спасибо. Спасибо. Праздник особенный. Хорошо, что есть такой праздник единения народов России. И форум, который организован национально-культурной автономией, является важным вкладом в укрепление дружбы между народами Российской Федерации. У нас многонациональная страна, и этот праздник особенный. Не только, скажем, мы говорим о ветеранах, но мы говорим о всех наших народах, которые только в единстве могут быть могучими. Это доказала Великая Отечественная война, 75-летие которой мы отмечали и отмечаем, продолжаем отмечать, так как этот год – год памяти и славы. Мне сегодня от имени Московского городского совета ветеранов хочется горячо и сердечно поздравить участников Великой Отечественной войны с этим днем единения. Пожелать им крепкого здоровья и быть как можно дольше с нами. Бірге болайық, бірден болайық. Чүнки бірге болсақ, біз күчлі боламыз. Саулық сізге, шатлық, всех благ я желаю нашим народам, татарскому народу, успехов в решении тех задач, которые народ выдвигает перед собой. Большое спасибо, Расим Сулейманович. Даже находясь на онлайн-связи, чувствую вашу поддержку и тепло всегда, перманентно. Большое спасибо. Переходим к Хадиче Гайнединовне Халиуллиной. Пожалуйста, вы на связи с Хадичой Гайнединовной, находится наш активист Ильдар. Вам слово. Здравствуйте. Мы приветствуем всех участников акции «Память сильнее времени». Поздравляем всех участников, организаторов, всех ветеранов, всех, кто нас слышит над всей планетой. Пусть наш голос, голос победы промчится над планетой, и все люди планеты будут знать, что мы мирные люди. Рядом со мной сидит Халиуллина Хадича Гайнединовна. Ей 101 год. Она труженик тыла. Отец мой был участник войны. Он прошел и Финскую войну, и Великую Отечественную войну.
и, к сожалению, покинул этот мир. Дорогие наши ветераны, мы очень рады поздравить вас с великим нашим праздником, сказать вам великое, огромное, большое спасибо. Живите долго, радуйте нас своим присутствием, учите наших детей, внуков, рассказывайте им все, чтобы они знали про нашу историю. Всем вам здоровья, еще раз здоровья и долгих лет жизни. Большое спасибо. Прежде всего, конечно, уважаемый Хадиче Гайнединовне, еще долгих лет жизни. Смотрим на Хадичу Гайнединовну и просто искренне поражаемся, удивляемся, вызывает огромное умиление и огромное уважение. Низкий вам поклон. Большое спасибо. Переходим к следующему нашему ветерану, Шарифа Исхаковна Мусалова. С ней рядом находится наша активистка Зульфия. Вам слово. Здравствуйте, хотелось бы поблагодарить за организацию этой акции. Вот рядом со мной сидит Шарифа Исхаковна, ей 95 лет. И хотелось бы рассказать, что она была тружеником тыла и почти 18 лет была направлена из Мордовии в Свердловскую область для корчевания леса. И также она занималась копанием окопов для обороны. Затем была направлена в Шатуру, где разрабатывались торфяники. И с 1946 года помогала в ведении восстановительных работ и работала на заводе Лихачева, известном как ЗИЛ, и на сахарном заводе имени Мантулина. Поэтому вот сегодня мы в гостях у Шарифы Исхаковны, передаем большой привет и еще раз благодарим организаторов этой акции. Большое спасибо, Зульфия. Огромная благодарность и уважение Шарифе Исхаковне. Шарифа Исхаковна, будьте здоровы, долгих лет вам жизни. И мы переходим к следующему нашему ветерану, труженику тыла, активисту, который, несмотря на свой возраст, всегда во всех активностях татарских, общественных и прочих участвует. Это Ахмед Абдурахманович Галимов. Мне хочется передать ему слово. Рядом с ним находится наш активист Талгат. Здравствуйте. Ишанмысыз, кадрлы якташлар, милләттәшләр, барыгызында хәтер һәм бердәмлек көне белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Я хотел бы сказать, татары во всех войнах, которые пришлось вести России, были верными сынами. Я возьму только своих предков далеких. У меня дед, один из прадедов, Бадамша, участвовал в Крымской войне. Прадед Галим участвовал в освобождении Болгарии в 70-х годах 19 века. Дед участвовал Сиддык в русско-японской войне. Отец Габдрахман погиб во время Великой Отечественной войны на севере Карелии. Мы всегда были верными сынами. Сам с 10 лет работал в колхозе, и благодаря заботам все-таки правительства удалось получить и высшее образование. И пока я жив, всегда буду благодарен и стараюсь отплатить добро добром и работать на ниве просвещения молодежи. Хочу завершить свои слова, свое выступление словами «Бердәм булык, бергә булыйк». У нашего народа есть пословица «Айрылганны аю, бүленгәнне бүре ашар» деп. Бергә булыйк. Спасибо большое, Ахмед Абдурахманович. Искренняя улыбка. Действительно, таких активистов еще поискать, дорогие друзья. Один из самых ярких примеров для молодежи. И следующий наш ветеран, не менее уважаемый Марс Шаихович Исмагилов. С ним рядом находится наша активистка Гульнас. Вам слово. Спасибо за такое внимание к нам, ветеранам Великой Отечественной войны. Есть пожелание. Конечно, сейчас трудное время, эпидемия.
Надо бы эти мероприятия проводить в такие дни, как 9 мая, День Победы, День защитника Отечества и битва под Москвой. Я труженик тыла, работал во время войны в колхозе. У меня 2 члена семьи, отец и мой брат, воевали. Отец погиб в Белоруссии и там похоронен. Я через 63 года нашел его могилу, поклонился его праху, а брат ушел из жизни в 1985 году. Он дошел до Берлина, он кавалер орденов Славы, ордена Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и в том числе медали за взятие Берлина и освобождение Варшавы. Спасибо вам за внимание к нам. Большое спасибо вам, уважаемый Марш Шаихович. И ваш пример для нас очень важен, и мы будем следовать вашим напутствиям беспрекословно. Следующий наш уважаемый ветеран Амир Самиулович Юнисов. Рядом с ним находится наша уважаемая волонтер, активистка Динара. Вам слово. Смотрите, как улыбается Марш Шаихович. Давайте заряжаться этой улыбкой. И слово Амиру Самиуловичу. Говори. Да. Sevgili arkadaşlar, veteranı vayne и труда, sizge min tilemen sağlık, selametlik, uzun ömürlük, tanıştırlar. Я во время войны был блокадным Ленинграде, трудились, защищали Ленинград. Мы сами знаем, что блокадный Ленинград, где погибли от холода и голода, от бомбежек миллионы ленинградцев. Желаю, чтобы наша молодежь, подрастающие, не забывали своих отцов, дедов и прадедов, которые отдали жизнь на фронте, а матеря и отцы на заводах и фабриках трудились во имя войны. Спасибо, что вы помните о нас. Желаю вам всем крепкого здоровья, большого счастья и будьте счастливы. Не забывайте нас, ветеранов. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Амир Самиулович. Только вам здоровья. И то, чтобы вы увидели то, что мы не забываем вас, и почувствовали это, и чувствовали это каждый день, а не только в празднике. И завершающий наш ветеран на связи, член Союза ветеранов органов госбезопасности Хохлов Павел Григорьевич. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые друзья. Прежде всего хочу сказать слова благодарности вам, устроителям сегодняшнего мероприятия, которое необыкновенно важно для каждого человека, живущего в Российской Федерации, ну а для ветеранов всех служб, всех движений. Это событие очень-очень дорогое. Почему дорогое? Потому что вы сегодня поздравляете и вы дали возможность поздравить друг друга в этот день не только ветеранам, но которые вспоминают свою молодость, свою трагическую часто судьбу, связанную с Великой Отечественной войной. И то, что это все было приурочено в основном к 9 мая. А вот сегодня у нас с вами 4 ноября 2020 года. Сегодня у нас большой российский праздник, День единения. И поэтому вы огромные молодцы, вы делаете огромную работу. Потому что там молодежь, которая сегодня подрастает, те ребята уже взрослые, которые вступили на большой свой самостоятельный путь, должны видеть и знать, что есть люди, благодаря которым они сегодня могут это делать. Еще раз огромное вам спасибо, ну а всем ветеранам только здоровья, только удачи и всех благ, которые возможно на нашей матушке земле. Спасибо. Большое спасибо, Павел Григорьевич, за ваши пожелания. Искренне постараемся донести это максимальному количеству людей. Ну что ж, дорогие друзья, на этом официальная онлайн-часть
нашего мероприятия «Память сильнее времени» подходит к своему завершению. Напоминаю, что это была 10-я ежегодная международная акция чествования ветеранов «Память сильнее времени», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войны. Также напомню организаторов этого мероприятия: автономия татар города Москвы, полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Федеральная национальная культурная автономия татар, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Совет молодежи при полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации, Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев России при поддержке Федерального агентства по делам национальности. Ну и, конечно, всех тех, кто поддержал нас и эту акцию из региона, сложно перечислить, это огромный список, огромное всем спасибо, да воздаст вам Всевышний за все ваши благие дела. И я передаю слово, короткое завершающее слово перед концертной частью председателю Национальной татарской культурной автономии Москвы Фарид Фарисовичу Фарисову. Бигзур рахмат сизге. Всем, кто принял участие, без вас этого бы не состоялось, без нашего Дальнего Востока, без Сибири, без Ялты, без наших, тех, кто находится за границей, но всегда в едином нашем строю. Большое спасибо. А сейчас концертная программа. И в завершении концертной программы целый час выступает всемирно известный инструменталист Валерий Дидюля. Дорогие друзья, сейчас начнется концерт. Я уверен, в тех регионах, которые к нам присоединялись, рядом с ветеранами, которые выходили на связь, все сейчас отведают чай с вкусностями, с яствами. У нас тоже это предполагается после концерта. Сейчас же призываю всех желающих посмотреть концерт. И в завершении хочу сказать, что, конечно, может быть, онлайн-формат не может завершить офлайн вариант наших акций, но тем не менее мы тверды в своих намерениях и проводим наши акции, несмотря ни на что. Сейчас для музыкального слова приглашаю на нашу сцену популярного певца татарской эстрады, продюсера, диджея Радика Ярулина. Здравствуйте, дорогие зрители, с праздником всех. Но я, в свою очередь, хотел бы пригласить на сцену своего коллегу, протеже Айрата Сафина, с которым мы исполним песню, посвященную нашим ветеранам. Спасибо. Айрат Сафин. Aziz balalar Yersiz usuz kaldı analar Ölgürmüşe Hepidi yergede
sığınıp Yep-yaş kızlar jırlar çıkardı Kaytmasa da gitti birden bire Batırlar şep düzde şezadı Süganını sungu yazgan kadın Zur istele gidip sakladı Радик Яролин, Айрат Сафин. Нам хотелось бы вручить, ребят, сюда уже спускайтесь со сцены к нам, нам бы хотелось вручить уважаемым нашим друзьям, артистам благодарность. Благодарность вручается Радику Яролину за личный вклад в проведение международной акции «Честные ветеранов. Память сильнее времени». Зурахмет. Спасибо. Благодарность вручается Айрату Сафину. Спасибо большое, дорогие участники, зрители. Хотелось бы от нашего лица также поблагодарить автора этой прекрасной композиции Факьюси Дикову. Спасибо за прекрасный текст. Музыку мы написали с Айратом сами и хотели бы пожелать поколению, которое будет после нас, и молодому поколению тоже участвовать в такого рода акциях, писать песни, посвященные нашим дедам. Спасибо вам, наши деды, дорогие. А сейчас долгожданный Валера Дидюля. Друзья, вас ждет прекрасный часовой концерт всемирно известного гитариста-виртуоза Дидюли. Ну а в свою очередь мне хочется поблагодарить всех активистов, ведь именно в активности, в созерцании, в отзывчивости кроется наша сила. В этот день народного единства мы именно этим и сильны. Большое всем спасибо. Дидюля, вам музыкальное слово.
Раз. Да, друзья, Фарид правильно сказал. Не говорю, потому что музыка за гранью слов находится, и, наверное, у всех у нас разные ассоциации могут быть с той или иной мелодией. Но у меня ассоциации такие. Вот эта предыдущая композиция, она называется «Священная красота». Но в любом случае здесь красота космоса, природы, человека, его духа, его сила духа. Все в этих композициях, в общем-то, совмещается. Сейчас мелодия называется «Две сестры». Здесь две сестры могут быть и гитара, и греческая бузука, две сестры это могут быть и люди, и взаимоотношения между людьми. Ну и, может быть, еще какие-то тонкости, которых сложно сказать словами, но которые можно выразить музыкой. Итак, две сестры. Две
Раз, раз, раз. Две сестры — это взаимодействие между двумя людьми, два характера, две эмоции. Как правило, они всегда могут быть спорить, могут мириться, могут возмущаться. Вот в этой композиции вот это ощущение, которое я наблюдал в жизни, они у меня реализовались, воплотились в этой композиции. Сейчас, друзья, прозвучит композиция, называется «Бабочки». У меня это ассоциация с природой, с изменчивостью природы, с витиеватостью, с той пульсацией, которую мы видим, когда бабочка порхает, как она машет крыльями, как она непредсказуема, как вообще любой взмах крыла бабочки может менять и жизнь, менять настроение, менять пространство. Вот это все ощущение, оно у меня как высказывание о бабочках. Итак, композиция «Бабочки».
Друзья, мы сегодня выступаем вместе в дуэте. Это мой замечательный перкуссионист Василий Коляда. Вообще, мне всегда нравится выступать с группой, с музыкантами, потому что очень много красок, очень много разных инструментов. И номер, который прозвучит сейчас, он особенен тем, что сейчас прозвучит вот эта летающая тарелка, которую вы видите, которая здесь стоит на авансцене. Этот инструмент называется ханг. Инструмент молодой, недавно он изобретен. Всего история этого инструмента около 20 лет. Он сделан из металла, металлическая сфера. Мне напоминает всегда композиция, которую мы сейчас будем играть, напоминает колокольный звон. Это и воспоминания, это и прошлое, и будущее, и настоящее, это и космос, это вообще какие-то ассоциации, о которых трудно говорить словами. Как я говорю, музыка инструментальная чаще всего находится за гранью слов. Может быть, у вас будут какие-то ассоциации, потому что композиция это, в общем-то, не имеет названия. Каждый, наверное, название придумает сам для себя. Итак, ханг.
Спасибо большое. Ну а сейчас танго. Есть такой замечательный композитор Астор Пьяццола, аргентинский. Когда он жил, его не очень любили и не очень понимали, и не очень знали. А после его смерти весь мир с удовольствием стал слушать его музыку, и он стал великой звездой аргентинского танго. Мне всегда нравился этот композитор. Я еще с детства заслушивался его музыкой, его интерпретацией танго. Мне нравилось, как он играл на бандонеоне. Бандонеон — это очень маленькая такая гармошка, аргентинская, народная. И в основном танго играется с оркестром и солирует бандонеон. Под впечатлением его музыки я сыграю с Василием наш танго, но это посвящение Астору Пьяццола. Он вдохновил меня очень сильно как музыкант и как композитор, и вдохновленный его музыкой я и нахожусь по сей день. Сейчас это звучит танго. Оно называется «Танго добрых ветров». Спасибо большое.
Следующая композиция называется «На Рождество». Это ассоциация у меня с праздником, со светлым праздником, с воздухом, с пространством, с возрождением. Белый лист, белый снег, белое пространство. Такие ассоциации. Композиция, мы иногда играем с большим симфоническим оркестром, иногда в камерном составе. Вот сегодня она прозвучит в таком совершенно дуэтном звуке. Не часто мы ее играем в таком составе, поэтому вот на Рождество светлый, белый, ясный свет. Ну, а сейчас композиция называется «Письмо без ответа». Наверное, у нас были такие ситуации в жизни, когда мы дарили кому-то посыл, а ответа его не было. Странные иногда могут возникать чувства, но в любом случае нам не нужно ждать ответа, мы должны просто, мне кажется, отдавать, ничего не ждать взамен. Вот это ощущение об этом, собственно, и композиция. Отдавать и ничего не ждать. И вообще отдавать — это высшее счастье, на мой взгляд. И мне захотелось об этом сыграть, и сочинилась такая композиция. И она называется «Письмо без ответа».
Спасибо, друзья. Ну и напоследок финальная композиция. Она называется «Идальго». Это эмоции, это чувства, это впечатления, это путешествие по разным странам, континентам. Конечно же, это Испания, конечно же, это солнце, юг, это какой-то водоворот разных совершенно впечатлений и эмоций, который замешался в этой композиции. Ну и, конечно, немножко шутки и игры, это тоже здесь, в этой композиции. Итак, «Идальго».
Спасибо, друзья, большое. Спасибо. Василий, Коляда, Дидюля. Мы сегодня с вами были, очень приятно. И всех, конечно же, с праздником. Спасибо, Фарид Фарисович. Большое спасибо, Валер. Ну вот это истинная такая к себе народная любовь. Валер, я хотел бы сказать от лица нашего вот культурного татарского центра, от лица тех 48 тысяч человек, которые просмотрели твой концерт на сегодняшний день. Я думаю, что просмотров еще будет больше. Но большое спасибо за то, что ты есть. Большое спасибо. И за то... Я прошу сделать маленький тест. Мы с ним долго сидим, я счастливый человек, у меня есть возможность 1 на 1 прослушать те новые вещи, которые он показывает. Я был впечатлен эта дорога и впечатлен, конечно же, волк. Отдельно выйдите, послушайте, это просто круто. Как будто ты в лесу и ощущаешь себя волком. Это первое. И вот тот формат, когда ты, Валера, рассказываешь про каждую композицию, она более такая, доходит. Если вы со мной согласны, похлопайте, пожалуйста. Просто когда ты говоришь, как она творилась, как ты ее выдала, все, чтобы увидели, что музыка – это твоя жизнь. Еще раз большое спасибо, Валер, за то, что ты есть. Дорогие телезрители, дорогие друзья, искренне благодарим вас за присоединение к нашей трансляции. И тех, кто пришел в зал культурного центра, спасибо за присоединение к акции «Память сильнее времени». Помним наших ветеранов не только по праздникам, а каждый день. Всем большое спасибо, будьте здоровы, до новых встреч. До свидания.